Очень часто подбрасывают котят. Руслан Обухов, волонтер из Мирного. Молодой человек вместе с мамой занимается передержкой животных. За последние полгода через их руки прошли около десятка кошек и собак. У нас не так уж и много волонтеров. Все какими-то делами занимаются, где-то кто-то что-то заметил. И то есть, и вот так вот сообщают по группе. Проблема бродячих животных актуальна почти для каждого города. Неравнодушные люди, не жалея сил и средств, превращают свои дома в частные передержки. Жительница Якутска Алла Комаренко спасает от гибели кошек и собак уже около 10 лет. По словам женщины, в последнее время стало сложнее пристраивать средних собак. Как спаниель уже не беру, то есть она и на охрану не идет маленькая, и для дома уже для квартиры считается большая. У каждого спасенного животного есть своя, порой жуткая история. Одну собаку нашли примерзшей во льду к земле, другая бросилась под колеса машины. Но если собаки могут постоять за себя, то кошкам защититься намного сложнее. Эту кошку Алла нашла летом прошлого года в подъезде одного из домов. Животное было сильно избито, при этом кошка была беременна. После осмотра ветеринара и тяжелых родов Муси провели стерилизацию. Частных питомников в Якутске немало, но все они уже переполнены. Не хватает мест и в городском пункте передержки на Чеченко. В день туда поступает до 12 заявок на отлов. С наступлением весны, утверждает руководство, количество звонков только увеличится. Как показал наш уже прошлый год, что действительно мест как бы мало. На 100 собак и 20 кошек. Этого для нашего города мало. Но даже предлагаемые меры не решат проблему кардинально. Многие животные при отлове оказываются с ошейниками, а значит, когда-то имели хозяев. И пока желание поиграть с живой игрушкой будет сильнее ответственности за жизнь, бродячий вопрос так и останется без ответа. Анна Лебединская, Денис Попов, Иларион Федоров. Вести. Мирный. Якутск.